Нацполиция и военная прокуратура проводят масштабную антикоррупционную операцию. Уже задержаны 23 человека. Все они – экс-начальники налоговых органов. Силовики уже провели более 400 обысков в 15 областях Украины. Привлечены 1700 сотрудников нацполиции и около 500 военных прокуроров. Здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, и Анатолий будет их направлять в суд. Держава не доотримала, а фактично злочинна організація Януковича, Клименка і всіх, хто до сих пір перебував в Україні, змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведених зараз слідством суму 97 мільярдів гривень. Задержанных во время антикоррупционной спецоперации налоговиков из разных областей Украины доставили в Киев на вертолетах. Подробнее далее в эфире. Задержанных из 15 областей на вертолетах доставляют в аэропорт Джулианы. Здесь расположился штаб Национальной гвардии. Я по прізвищам вам зараз не скажу, тому що їх всіх в голові не тримаю. Прізвища озвучить чи озвучив вже Генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ. Подивитися. Один з керівників податкової на прізвище Козак був зупинений прикордонниками вже фактично при виходу до літака. Задержания начались в 6 часов утра. К спецоперации привлекли корпус оперативного внезапного действия, национальную полицию, военную авиацию. Сейчас задержаны 23 екс-чиновника Міністерства доходів і зборів. Саме велика складність була це організація, перш за все, всіх процесуальних дій, крім того, організація всіх задіяних служб, крім того, недопущення витоку інформації. Тобто в цьому була складність, перш за все, по організації задіяних всіх служб, організації роботи. Цю операцію нам не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав голова Державної податкової зараз фіскальної служби Роман Насіров, тому що розібратися в нетрях податкового законодавства всіх порушень – це тільки завдяки його сприянню основний масив роботи був зроблений. Под конвоем задержанных посадили в автозаки и отвезли в Генеральную прокуратуру. Там им объявили о подозрении. Катерина Буцелькидзе, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Подозреваемых по очереди доставляют в Печерский суд Киева. Там им определяют меру пресечения. Сейчас с нами на прямой связи оттуда Алексей Шандра. Он расскажет, что сейчас там происходит. В Печерском районном суде города Киева рассматривается дело Антипова Александра, бывшего главы Луганской налоговой службы. Военная прокуратура обвиняет Антипова Александра в хищении денег на 3 миллиарда 600 миллионов гривен. Прокуратура также запросила 60 суток ареста, либо 200 миллионов гривен залога. На данный момент суд удалился в комнату для принятия решения. На этом у меня все. Я напоминаю, это был наш корреспондент Алексей Шандра. Он находится у здания Печерского суда Киева. Более подробную информацию он вам расскажет уже в следующих выпусках «Заман».